BBC сообщила, что солнечные панели, используемые британскими военными, были произведены компаниями в Китае, которые, как утверждается, использовали компоненты, полученные в результате принудительного труда уйгуров. Британская армия выделяет 200 миллионов фунтов стерлингов на производство солнечных панелей на 4 объектах. Министерство обороны, у которого BBC запросило информацию в соответствии с законом о свободе информации, объявило, что фирмами, поставляющими солнечные панели военным, были Я Solar, Trina и QCells. В июле университет Шеффилда Халлама в Великобритании опубликовал отчет, в котором выяснилось, что эти 3 компании использовали сырье, полученное в результате производства в Восточном Туркестане. В заявлении Министерства обороны говорится, что цепочка поставок вооруженных сил регулярно проверяется и соблюдаются строгие процедуры проверки во всех ее аспектах. Однако Алан Кроуфорд, один из авторов отчета Шеффилдского университета Халлама, выразил мнение, что видел список компаний, полученных BBC, и считает, что утверждения в отчете остаются в силе. Согласно информации, размещенной 29 ноября на новостном сайте Bitter Winter со штаб-квартиры в Италии, несмотря на усиление международного сообщества по пресечению бесчеловечных преступлений, совершенных Китаем в Восточном Туркестане, растущее число данных о внешней торговле в Восточном Туркестане свидетельствует о дальнейшем расширении практики принудительного труда. Несмотря на различные санкции в отношении Китая из-за попыток отправить на западные рынки продукцию, произведенную с использованием рабского труда уйгуров, Китай расширяет свою колониальную экспансию. Согласно последним торговым данным, экспорт продукции, произведенной в Восточном Туркестане, увеличился на 49% в первом квартале, увеличившись более чем на 50% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. По словам экспертов по кибербезопасности, Google обнаружил значительное увеличение числа кибератак, направленных против Тайваня, исходящих из Китая. За последние 6 месяцев подразделение анализа угроз технологического гиганта отметило огромный всплеск хакерских кампаний, спонсируемых Китаем. Кейт Морган, старший технический директор Google, объяснила, что только в Китае Google отслеживает более 100 хакерских групп, нацеленных на различные отрасли Тайваня, включая оборонный, государственный и частный секторы. Новый маршрут открылся с вылетом грузового самолета из провинции Хайнань на юге Китая в Даллас, США. Самолет перевозит товары электронной коммерции через границу на общую сумму 8 миллионов 220 тысяч юаней, более 1 миллиона долларов США. Таможня Хайкоу сообщила, что это был первый грузовой воздушный маршрут из регионов США. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, сказал: «Каким бы ни было управление в Газе, оно должно отвечать чаяниям палестинского народа, и в настоящее время палестинская администрация не пользуется таким доверием». Кирби процитировал, что в этом контексте они хотели бы видеть реформированную палестинскую администрацию, которая могла бы иметь право голоса в Газе. Самолет А-330-300, принадлежащий China Eastern Airlines, экстренно приземлился в Сямыне из-за отказа двигателя. В заявлении, опубликованном на сайте авиационных новостей The Aviation Herald, сообщается, что двигатель самолета, вылетевшего из Шанхая, вышел из строя примерно через час после взлета. Отказ двигателя произошел во время полета самолета в Гонконг на высоте 34 100 футов и вызвал сильную вибрацию в салоне, говорится в заявлении. Самолет без проблем приземлился в Сямыне, пассажиры и экипаж были благополучно эвакуированы.